Коллеги, давайте продолжим. Стратегии, то есть те пути, которые нас с вами ожидают, вернее, по которым мы должны с вами идти, уже обозначены. Я единственное, что хотела сказать по планированию в рамках вот этой стратегии, что мы должны с вами точно знать, что у нас в госпрограмме «Культура Удмуртии» есть конкретные количественные показатели нашей деятельности, и они перекликаются с теми показателями, которые заложены в стратегии развития библиотечного дела. Это увеличение к 2030 году в 3 раза количества наших посещений. В госпрограмме «Культура Удмуртии» у нас с вами этот показатель тоже есть. В следующем году по отношению к 2019 году мы должны увеличить в 1,1 раз наши посещения. Если у кого-то возникнут вопросы, сколько это в цифровом выражении, смотрим приложение 1А. Там по каждому муниципальному образованию эта цифра рассчитана, и вы можете общее количество всех посещений и обращений библиотеки посмотреть. Да, скоординировать свои муниципальные задания именно по общему количеству посещений. Ну, а сейчас я слово предоставляю заместителю директора по библиотечному обслуживанию и связям с общественностью Национальной библиотеки Удмуртской Республики Алене Владимировне Черкашиной, которая введет нас приоткроет немножечко завесу тем мероприятиям, которые будут организованы Национальной библиотекой и рассчитаны в целом на все наше библиотечное сообщество республики. Прошу вас, Алена Владимировна. Добрый день, уважаемые коллеги. Слышно ли меня? Слышно, да? Итак, мы с вами сегодня поговорим о плане мероприятий, наших республиканских мероприятий на 2022 год, тех мероприятий, в которых вы сможете на своих площадках также подключаться, в той или иной форме работать вместе с нами в реализации этих мероприятий. Итак, таким центральным ключевым мероприятием в 2022 году у нас стало уже такое наше фирменное мероприятие, традиционное, это литературный фестиваль на родине Петра Ильича Чайковского. Наверняка вы все уже о нем слышали, оно проводится у нас, фестиваль проводится с 2019 года совместно с Министерством культуры Удмуртской Республики и при поддержке Российского фонда культуры, это город Москва. Программа фестиваля очень насыщенная, изобилует самым большим спектром различных мероприятий. Здесь и научные конференции у нас проходят, и встречи жителей с республики с писателями, с поэтами России, из зарубежных стран, презентации новых книг, книжные ярмарки, читательские конференции, подведение итогов республиканских конкурсов, выступлений театральных коллективов, концерты, огромный спектр мероприятий, все не буду проговаривать. Как мы видим ваше участие здесь? Когда у нас формируется программа фестиваля, ориентировочно это первый квартал 2022 года, она может будет сформирована, программа фестиваля, и мы всегда, каждый год, вот дважды уже проводился фестиваль, в следующем году, я думаю, не станет исключением в следующий год, мы выезжаем, организаторы и гости, это всегда приглашенные, достаточно популярные личности, интересные личности, писатели, поэты, актеры, деятели культуры Российской Федерации. Мы выезжаем в муниципальное образование и проводим на площадках муниципальных библиотек те или иные мероприятия, встречи с писателями, поэтами, те, кто у нас уже участвовал, принимал здесь, участвовал в нашей работе, в литературном фестивале, наверняка знаете, помните, обычно всегда это проходит на ура. В этом, вернее, в следующем году
я думаю, не станет здесь исключением. Также, когда сформируется программа, мы обозначим перечень тех муниципальных библиотек, тех муниципальных образований, с которыми будем сотрудничать в рамках реализации нашего фестиваля на родине Петра Ильича Чайковского. Далее, следующим большим мероприятием, которое у нас проходит в течение всего года, будет межрегиональный фестиваль «Мир един для всех». Этот фестиваль носит такую инклюзивную направленность. Проводится он с 2008 года при поддержке Российского фонда культуры и благотворительного фонда поддержки слепоглухих «Соединение», а также при поддержке Министерства культуры Удмуртской Республики с целью расширения практики инклюзивных, социокультурных и образовательных мероприятий, вовлечения детей, взрослых, имеющих ограниченные возможности здоровья, в общекультурные процессы. То есть в начале года, в начале 2022 года мы определимся с тематикой. Каждый раз фестиваль посвящен какой-то определенной теме. Например, в какой-то год у нас была тематика инклюзивных театров. И когда мы определимся с тематикой следующего фестиваля, будет доведена до вас информация, вы можете в полноценном режиме включаться в работу этого фестиваля, поскольку он проходит на такой конкурсной основе. Мы собираем мероприятия, проекты, которые подключаются у нас в учреждения культуры, и муниципальных в том числе, и проводят свои мероприятия, реализуют свои проекты в рамках заданной тематики и направляют информацию о своих мероприятиях и проектах в наш адрес. Мы аккумулируем эту информацию, также в течение года проводим свои мероприятия. И в конце года у нас проходит одно большое мероприятие, куда мы приглашаем участников, где мы подводим итоги и награждаем победителей. Вся информация, программа будет доведена до вашего сведения, и надеюсь на плодотворное сотрудничество, на подключение вас к этой работе. Следующим очень большим у нас мероприятием, там, где традиционно мы надеемся на подключение вас и на ваше участие, это у нас Дни литературы муниципальных образований в Удмуртской Республике, литературная столица. Проходит это мероприятие в течение всего года. Проекту был дан старт в апреле 2017 года. Он был инициирован Национальной библиотекой Удмуртской Республики при поддержке Министерства культуры Удмуртской Республики и администрации муниципальных образований. Целью проекта является популяризация литературного наследия и традиций районов республики, знакомство с талантливыми авторами и творческими объединениями отдельных территорий. В 2022 году эстафету литературной столицы у нас принимает от города Сарапула Завьяловский район Удмуртской Республики, и таким базовым, ключевым мероприятием здесь для вас у нас является, наверное, вы уже в нем все участвовали, это единый день литературы, конкретно в 2022 году это будет единый день литературы Завьяловского района. Традиционно единый день литературы проходит в марте. Здесь подразумевается, мы очень надеемся, что в следующем году также пройдет у нас масштабно, здесь у нас одновременно во всех муниципальных образованиях республики будут организованы литературные встречи, флешмобы, презентации, квесты, лектории и другие мероприятия, посвященные жизни и творчеству писателей Завьяловского района. Очень надеемся на ваше активное участие. Здесь программа мероприятий также будет в начале года сформирована и до вас доведена. Следующим большим мероприятием, большой такой комплексной работой у нас является работа с центрами грамотности в Удмуртской Республике. Здесь в рамках проекта «Центры грамотности» проходит цикл мероприятий в течение года. Как вы наверняка знаете, Удмуртия вошла в число 11 субъектов Российской Федерации, где в течение 2021 года, текущего года, по инициативе и при поддержке фонда «Тотальный диктант» были открыты центры грамотности. Региональным координатором центров грамотности является Национальная библиотека Удмуртской Республики.
Организованные центры грамотности у нас в Кизнере, в Селтах, в Сарапуле, Глазове и в Ижевске. Также 2 центра грамотности у нас находятся. Здесь основной целью работы центров грамотности при библиотеках это создание площадок, где любой желающий сможет повысить уровень своей речевой и письменной грамотности, где все будет способствовать внедрению новых форматов самообразования. Среди мероприятий, проектов центров грамотности, это, конечно же, базовое мероприятие, которое у нас проходит в апреле. Это тотальный диктант. Вы наверняка все участвуете в организации этой международной уже акции «Тотальный диктант». Курсы проводятся у нас по подготовке акций. В Национальной библиотеке у нас проходят курсы «Русский по средам». По средам, прошу прощения. Курсы по подготовке базовых знаний грамотности, тематические выставки литературы по русскому языку, лекции ведущих филологов по проблемам языка и многое-многое другое. Национальная библиотека Удмуртской республики, как региональный координатор, всегда готова подключиться к вашим мероприятиям, оказать методическую помощь, координационную помощь. У нас в Национальной библиотеке также организован открытый фонд с книгами, предоставленные нам фондом «Тотальный диктант», и муниципальное образование, муниципальные библиотеки, на базе которых созданы центры грамотности в тех районах, которые я обозначила, также в течение года будут вести свою работу. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество, может быть, на какие-то совместные мероприятия, также программа мероприятий по центрам грамотности у нас будет сформирована в начале года уже конкретная. И заключительным таким республиканским мероприятием, в котором бы мы предложили вам поучаствовать, выйти на плодотворное сотрудничество с нами, с Национальной библиотекой, это цикл историко-патриотических часов, посвященных личности Петра I. Вы наверняка знаете уже, это объявлено, что Россия в следующем году, 2022, торжественно празднует 350-летие Петра I, российского императора, и в рамках этой даты мы планируем запустить цикл мероприятий, в том числе историко-патриотических часов, посвященных личности Петра и тем событиям, которые были инициированы и которые происходили в период его правления и отражают также его личности в целом. Здесь мы вам предлагаем такую совместную работу. Национальная библиотека планирует записать серию видеолекций, такой определенный комплекс, как видеолекторий, посвященный личности Петра I и событиям его, годов его правления, и направить в адрес ваших библиотек по запросу, кому это интересно, либо же мы направим это как бы в единой форме для всех, тут еще пока вопрос решается, в качестве методической помощи в организации этой работы у вас на местах, на ваших площадках. Вы сможете этот видеолекторий использовать как в офлайн, так и в онлайн мероприятиях, то есть как для проведения живых мероприятий с читателями, по вот этим реализации этих историко-патриотических часов, либо же в качестве онлайн какого-то пособия для самостоятельного изучения ваших подписчиков в социальных сетях, на ваших сайтах. То есть здесь предусматриваются различные форматы, здесь вы свободны в использовании нашего предложения нашей методической помощи. И здесь на ваше усмотрение сможете организовать работу так, как вам кажется правильным, с нашим видеолекторием. Вот, все это будет реализовано, я очень надеюсь, при вашей активной помощи, поддержке и участии в 2022 году. Такие республиканские мероприятия, это, конечно, просто такие наши базовые крупные мероприятия.
Также мы всегда приглашаем вас принять участие в наших локальных мероприятиях Национальной библиотеки, которые проводятся на нашей базе, экскурсии. Мы вас приглашаем в наше новое здание. Подключайтесь к совместной работе. Надеемся на плодотворное сотрудничество. Благодарю вас за внимание. Есть ли ко мне какие-то вопросы? Вопросов нет? Да, вопросов у нас пока нет. Даже если они возникнут, то не возникнут немножко погодя. И мы с вами в любом случае будем решать эти вопросы в течение всего года и организовывать не только сегодня уже представленные мероприятия, но и какие-то другие мероприятия, которые так или иначе отразятся на деятельности библиотек всей республики. Большое спасибо, Алена Владимировна. Ну а мы продолжим с вами. Сегодня мы можем говорить о том, что библиотеки меняются и меняют свою деятельность очень-очень сильно. У нас с вами развиваются технологии, в том числе и библиотечного обслуживания. У нас с вами меняется наше общество, требования общества к библиотекам. Об этом сегодня уже и говорила Татьяна Владимировна. Все это вынуждает нас с вами, библиотекарей, профессионалов, не стоять на месте, а развиваться. Развиваться и постоянно повышать свою квалификацию. Причем повышать квалификацию можно разными способами. Ну и поэтому я плавно подхожу к теме своего выступления о профессиональных конкурсах и системе повышения квалификации библиотекарей в 2022 году. Я запускаю демонстрацию экрана. Так, сейчас я его начну с самого начала. Закройте. Экран видно? Презентацию всем видно? Не видно. Попробуем еще раз. Сейчас. Сейчас? Видно демонстрацию? Презентацию видно или не видно? Ну, помашите головой, хоть кто-нибудь. Замечательно. Видно, Надежда Владимировна. Я увидела хоть какую-то реакцию, вообще все молчат. У нас с вами нормальный профессиональный диалог, поэтому можно включаться и комментировать. Итак, первое, с чего бы хотелось начать, теперь еще научиться переключать это все хозяйство. Профессиональных наших конкурсов. Да? Первый конкурс, который профессиональный мы можем считать опосредованно, но тем не менее. Третий межрегиональный фестиваль-конкурс «Книга года» на родине Петра Ильича Чайковского, организованный Национальной библиотекой, и он, в принципе, не рассчитан только на библиотекарей. Мы очень благодарны всем муниципальным образованиям, кто работает со своими авторами и
так или иначе способствуют тому, что книги наших местных авторов поступают на данный фестиваль. Книга года. И здесь у нас есть с вами номинация «Лучшее библиотечное издание». Нынче у нас с вами параллельно шли эти два конкурса. Межрегиональный фестиваль-конкурс «Книга года» и наш конкурс «Лучшее библиотечное издание», организованный, объявленный научно-методическим отделом. Поскольку конкурс был очень и очень интересен в плане тех работ, которые поступили на конкурс, итоги лучших мы уже наградили и обозначили, остальных мы обозначим на итоговом совещании. Хотелось бы просто, в том числе и вручить подарки лично в руки, а не просто здесь на экране показать их. Поэтому перенесли на итоговое совещание. И мы решили этот конкурс об библиотечных изданиях сделать традиционным, регулярным в рамках вот этого большого фестиваля. Победители нашего библиотечного конкурса уже будут номинироваться на фестиваль-конкурс «Книга года». Поэтому, опять же, я призываю вас участвовать в этом конкурсе, который, опять же, дает нам повод и развивать нашу издательскую деятельность, и учиться, поскольку вот этот конкурс показал инновации ваши, да, ваши находки, ваши изюминки, которые вы так интересно преподносите в своих изданиях, неважно, какие это будут, библиографические указатели малых форм, либо афиша мероприятия. Но в то же время оно показывает нам и те системные ошибки, которые возникают в силу недостаточных знаний при формировании и редактировании наших с вами изданий. Поэтому все это, результаты этого конкурса мы будем с вами озвучивать. Вот буквально до конца этого года пройдет семинар, на котором специалисты Национальной библиотеки выступят и расскажут основные плюсы и минусы того или иного издания в той или иной номинации. И традиционно он у нас с вами будет продолжаться. Второй конкурс тоже традиционный уже, большое чтение, конкурс библиотечных проектов, как реализованных, так и реализуемых в 2022 году. И основную тему взяли нынче мы библиотуризм. Здесь, опять же, на слайде представлены не номинации, а те направления, по которым будут сформированы номинации в дальнейшем. Положение о данном конкурсе будет выставлено на сайте нашей библиотеки, будет разослано по электронной почте. Хочется, поскольку библиотуризм так или иначе присутствует в деятельности практически каждой библиотеки, мы с вами эту работу организуем так или иначе. Хотелось бы поучиться, как это сделать правильно, с одной стороны, а с другой стороны посмотреть, что библиотеки могут, как могут. Ведь библиотуризм – это один из способов, с одной стороны, продвижения краеведческой информации, а краеведение – это всегда актуальный тренд в деятельности любой библиотеки, по крайней мере, на нашей с вами территории. Причем, видите, что затронули направления библиотуризма как в виртуальной среде, так и в реальной среде, в том числе и через развитие инватуризма, туризма, который рассчитан в том числе на людей с ограниченными возможностями здоровья. Посвящать год какому-либо событию, какому-либо направлению деятельности, идея, в принципе, в нашей стране, она молодая, но, тем не менее, она имеет место быть, и мы с вами видели, что когда год посвящен какому-либо направлению деятельности, получается более глубокое погружение, в принципе, в данную тематику.
Поэтому, поскольку 2022 год объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия, мы подумали, что объявим именно конкурс на лучший сценарий мероприятия, направленного на сохранение и продвижение основных таких видов нематериального культурного наследия. Представлено все это на слайде, я не буду это все зачитывать. Положение тоже сейчас находится в разработке. В январе мы разошлем по электронной почте и направим и разместим на сайте нашей библиотеки по 3 возрастным группам. Вот по этим номинациям будут рассматриваться сценарии мероприятий. Опять же, в принципе, для библиотеки дело не новое. Да? Тема тоже не новая, и она очень и очень, с одной стороны, благодатная. Сказки, былины, фольклор, песни, театральное наше искусство, наши библиотечные театры, наши с вами мероприятия, посвященные обрядам, различным праздникам, в том числе и народным праздникам. То, что касается народного костюма и каких-то верований и так далее, все это нам с вами знакомо, и все это традиционно есть у нас в нашей деятельности. Поэтому по итогам данного конкурса лучший из лучших, естественно, войдет в сборник, который будет распространен у нас с вами как наш опыт, и который позволит сформировать определенную копилку мероприятий, которые можно будет использовать в своей деятельности в дальнейшем. И буквально вчера у нас прошел семинар, и мы презентовали группу ВКонтакте Павленковские библиотеки Удмуртии. Группа сформирована по пожеланию самих сотрудников Павленковских библиотек Удмуртии, библиотеки, которые исторически сформированы на средства Павленкова. У нас таких библиотек 31. Ну и для того, чтобы именно раскрутить эту группу, наполнить ее жизнью, мы объявляем конкурс на самую активную Павленковскую библиотеку в этой группе. Естественно, будут учитываться и регулярность публикаций в данной группе, и направление новостных сообщений, и будет учитываться и авторство постов, собственные посты, либо репосты каких-то новостей и так далее. Вот все это как раз и будет основным в данном конкурсе. И мы хотим посмотреть, насколько у нас с вами вот эти 31 библиотека будет активно участвовать в продвижении профессиональной группы. Все эти конкурсы в том числе у нас с вами подвигают нас на развитие наших компетенций, как профессиональных компетенций, так и мягких компетенций, тех, которые не свойственны, вернее, те, которые свойственны абсолютно всем, не только библиотекарям, не только в нашем профессиональном сообществе. Мы продолжаем в основном планировать онлайн-трансляции и онлайн-мероприятия. Поскольку у нас с вами еще не отлажен механизм, как сказать, организации реальных мероприятий, не всегда дает министр добро на данные легальные встречи в реальном времени и пространстве. Несмотря на то, что библиотека сегодня имеет помещение для проведения
очных мероприятий. Поэтому основной упор все-таки сделан на онлайн-трансляциях мероприятий и выкладывании этих мероприятий уже в интернет. Традиционно у нас с вами будут мероприятия по работе в АБИС-ИРБИС. Традиционно уже у нас будет с вами лаборатория идей «Библиотека нового поколения». Мы в рамках этих семинаров организуем с вами школу современного библиотекаря, где будет организован и обмен опытом, и семинары-практикумы, посвященные различным темам, в том числе и библиотечному краеведению, и организацию массовых каких-то больших мероприятий, и в том числе работа с интернет-аудиторией, в том числе и использование соцсетей как инструментом привлечения к сайту, да, использование возможностей соцсетей для того, чтобы выполнять те цифровые показатели, которые у нас с вами заложены и в стратегии развития библиотечного дела до 30 года, и в нашей государственной программе «Культура Удмуртии». У нас точно так же, как нынче, будут проходить видеолекции, вебинары на канале YouTube размещенные, которые будут в себя включать как обзоры литературы, либо обзоры практик профессионального сообщества, так и будут собственные разработанные лекции по сохранности библиотечных фондов, либо по внедрению цифровых технологий в деятельность библиотек. Темы тоже не буду зачитывать, они все у вас на экранах вы посмотрели. Даты, естественно, тоже здесь не поставлены, поскольку планы верстаются, все это будет выставлено на нашем сайте, мы с вами все это будем потом смотреть. Модуль «Лучшие библиотечные практики» нашего видеолекций, видеосеминаров, размещенных на YouTube, тоже затронет вопросы и арт-библиотерапии, та самая редакторская подготовка издания библиотеки, о которых я говорила выше, затрагивая конкурс о библиотечных изданиях, и также обслуживание людей, социокультурная реабилитация и абилитация людей, и абилитация людей с ограниченными возможностями здоровья. Все это у нас с вами, так или иначе, эти обзоры будут присутствовать в нашей деятельности. Ну и в заключение хочу сказать, что то, что сейчас я говорила, это далеко не все возможности Национальной библиотеки. По вашему запросу, практически по-любому, мы можем организовать скайп-семинары, скайп-консультации, консультации в ходе проведения вашего районного муниципального семинара по повышению квалификации по той или иной теме. На сегодня просто есть потребность, есть договоренность с муниципальными библиотеками по организации вот таких консультаций. Темы здесь представлены, но это далеко не полный перечень того, что могут специалисты Национальной библиотеки. Поэтому все оговаривается непосредственно в процессе подготовки того или иного семинара, если у вас есть такая потребность. Собственно говоря, у меня все по повышению квалификации. И у нас с вами опять заканчивается время, да, нашего сеанса. Поэтому, если есть вопросы по моему выступлению сейчас, давайте вы их задаете. Если вопросов нет, то мы с вами переходим
Загружаем. Надежда Владимировна, а на консультации по запросу когда можно будет записаться? В течение всего года, пожалуйста. По звоночку, да? Да, да. В любом случае, загодя. Хотелось бы, чтобы это было хотя бы за месяц, чтобы мы и подготовили консультацию. Это, во-первых, либо, если это не связано с методической деятельностью, то подготовили бы специалиста Национальной библиотеки, который бы подготовил данную консультацию. Мы договариваемся с вами о встрече. И, пожалуйста, выходим. Очень замечательно. Тогда в ближайшее время договоримся. Да, конечно. Спасибо. Презентация, я так думаю, что будет в посте по нашему совещанию, по пост-релизе нашего совещания. Но я думаю, что мы ее еще и разошлем через почту, через электронную почту. Так, будет ли конкурс на лучшее учреждение? Конкурс на лучшее учреждение, учреждение культуры, находящееся на территории сельских муниципальных образований. Конкурс организованный не Национальной библиотекой, поэтому здесь его не объявляли. Скорее всего, он у нас с вами, не скорее всего, а он будет, поскольку он заявлен в стратегии развития библиотечного дела до 30-го года, заявлен как основное мероприятие. Как только у нас с вами будет заключено соглашение Министерством культуры Российской Федерации, Министерством культуры Удмуртской Республики, и поступят эти денежки, так сразу мы с вами будем объявлять этот конкурс. На сегодняшний день пока у нас остается прежнее положение о проведении данного конкурса с прежними критериями оценки и с прежним набором документов для участия в данном конкурсе. Еще какие-то вопросы будут? Если вопросов больше нет, тогда мы эту сессию с вами завершаем, а после переподключения у нас с вами остается вопрос по организации годовой отчетности, в том числе по тем изменениям, которые у нас с вами снова коснулись нашей с вами формы федерального статистического наблюдения 6НК. В очередной раз в конце года мы говорим об изменениях. Да, и о тех методических решениях, которые приняли мы здесь в Национальной библиотеке, и хотим, чтобы вся система у нас с вами к данным рекомендациям прислушивалась, чтобы у нас цифры с вами хоть как-то можно было сравнивать. Все, благодарю всех, переподключаемся.